Здравствуйте, ребята! Сегодня будем проходить 17-18 урок. Тема урока «Папа, мама, я вместе дружная семья». Прочитайте эпиграф. Как вы думаете, о чем мы будем говорить на уроке? Дополните кластер. Можете использовать названия членов семьи на английском языке. Как они звучат на родном и русском языках? Family – семья, отбасы, grandfather – дедушка, ата, grandmother – бабушка, әже, father – папа, әке, mother – мама, ана, elder brother – старший брат, аға, little brother – младший брат, іні, elder sister – старшая сестра, әпке, grandchild – внук, внучка, немере, mom – мама, ана. Работа в парах. Составьте диалог, используя данные вопросы по выбору. Ваша семья большая. Сколько человек в вашей семье? Как зовут ваших родителей? Сколько им лет? Где они работают? Есть ли у вас бабушка, дедушка? Моя семья состоит из 4 человек. Мама, папа, сестра и я. Мою маму зовут Анар, ей 45 лет. Она работает врачом. Моего папу зовут Марат. Ему 47 лет. Он работает инженером. Бабушек и дедушек у меня нет. Есть ли у вас сестры? Сколько у вас сестр? Как их зовут? Сколько им лет? Они учатся или работают? Да, у меня есть одна сестра. Ее зовут Маржан. Ей 20 лет. Она учится в университете. У вас есть братья? Какого они возраста? Как их зовут? Чем они занимаются? Чем увлекаются в свободное время? Прочитайте. Попробуйте ответить на вопросы бабушки Айгерим и Талгатика. Опишите львов. Расскажите, что происходило на арене. Объясните, почему львы слушаются дрессировщика. Сабит с мамой был в цирке. Вечером за ужином бабушка спросила его: «Ты видел львов? Какие они? А что они делали?» Поинтересовалась старшая сестра Айгерим. Почему львы послушно выполняют приказы дрессировщика? Задумался младший братишка Талгатик. Львы большие, сильные, с густой гривой и мощными лапами. На арене дрессировщик управлял львами, заставляя их выполнять различные трюки, например, стоять на тумбах. Дрессировщик использует метод поощрения и наказания, чтобы обучить львов. Он устанавливает доминирование и заставляет животных подчиняться, используя лакомства, кнут и другие инструменты. Прочитайте начало 3 текстов. Можно ли по их началу определить, о чем хочет написать мальчик, рассказать о чем-то, описать или объяснить что-то? Мы живем в многоэтажном красивом доме. Мальчик хочет описать дом. Мы живем в многоэтажном доме. Однажды я вышел на балкон, и вдруг дверь захлопнулась. Сначала я испугался, но потом указывает на развитие событий во времени. Мы живем в многоэтажном доме. Мне нравится наш дом, потому что указывает на то, что мальчик будет объяснять причину, приводить доводы. Вокруг нас множество различных предметов и явлений. Они имеют свои признаки, свойства, они совершают действия. Мы все это видим, оцениваем, объясняем. Все это составляет содержание наших высказываний. Так, при каждом ответе на вопросы бабушки Айгерим и Талгатика у вас получится 3 новых вида текста. Описание, повествование, рассуждение. На вопрос «какой?» отвечает текст описания. На вопрос «что произошло?» текст повествования. На вопрос «почему?» текст рассуждения. Прочитайте рассказ Санджара. О чем в нем говорится? Озаглавьте текст. В нашей семье 8 человек. Взрослых 3. Мама, папа, бабушка. Нас, детей 5. Ася, Жанна, Мурат, Ази, Санджар. Вот наши имена. Санджар – это я.
Учусь в 5 классе. Остальные члены моей семьи. Мама учительница, папа врач. Мои 2 сестры учатся в университете, а 2 брата в школе. Один в 7, другой в 10 классе. Они занимаются в спортивной секции. Сестры помогают бабушке и маме по хозяйству. Рассказ Санджара повествует о его семье. В нем говорится о количестве членов семьи, их именах, возрасте, занятиях и увлечениях. Возможные варианты заголовков: «Моя семья», «Семья Санджара». Прочитайте сказку. Как бы вы ее озаглавили? О чем вы подумали, когда прочитали эту сказку? Прочитаем сказку. Сказку можно озаглавить «Семья», «Звездочка и луна» или «Свет для близких». Прочитав сказку, можно подумать о том, что семья – это самое важное в жизни. Ради семьи человек готов преодолевать трудности, а поддержка близких помогает ему двигаться вперед. Семья дарит тепло, уют и делает человека счастливым. Почему звездочка светила то ярко, то тускло? Звездочка светила тускло, когда ей было одиноко, потому что рядом не было звезд, похожих на нее, и ярко, когда она видела спешащих домой путников. Почему глаза усталого путника светились от счастья? Глаза усталого путника светились от счастья, потому что он знал, что дома его ждет семья, жена, дети, внуки, тепло, уют и забота. Объясните лексические значения слова «путник». Путник – это человек, который находится в пути, путешественник. О какой тайне человека рассказала звездочка Луне? Звездочка рассказала Луне о тайне человека, что даже в самых тяжелых условиях он готов преодолевать трудности ради своей семьи. Почему звездочка стала светить ярко тем путникам, которые несут радость в свою семью? Звездочка стала светить ярко этим путникам, потому что хотела подарить им как можно больше света, чтобы они быстрее добрались домой. Объясните лексические значения слова «надежда». Надежда – это вера, возможность осуществления чего-то желаемого, ожидания чего-то хорошего. Определите тему и сформулируйте основную мысль сказки. Тема сказки – одиночество и семейные ценности. Основная мысль – важность семьи и то, что любовь и забота близких дают силы преодолевать любые трудности. Докажите, что прочитанный вами текст является текстом повествования. Это текст повествования, потому что в нем рассказывается о событиях, происходящих во времени, о разговоре звездочки и Луны, о встрече звездочки с путником и о том, как после этого изменился цвет звездочки. Восстановите текст, вставляя нужные слова для обозначения времени. Я запомнил день рождения, когда мне исполнилось 10 лет. Ко мне пришли одноклассники. Сначала я угостил их пиццей, чаем с тортом. Потом показал им свою комнату. Затем мы играли в комнатные игры, в шашки. Было очень весело. Прочитайте начало рассказов. Какие из выделенных слов обозначает время, когда произошло событие, а какие тему рассказа? Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. Я оглянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья. Однажды вечером я сидел во дворе возле песка и ждал маму. Как-то раз пастухи поймали лисенка и принесли его нам. Мы посадили зверька в пустой амбар. Воробья, лисенка, тема рассказа. Однажды, как-то раз, когда произошло событие.
Прочитайте, постарайтесь догадаться по началу рассказа о его содержании. Можно ли к данному тексту поставить вопрос? Что случилось? Ответьте кратко на этот вопрос. Что выражено в названии рассказа? Тема или основная мысль? В каком значении, прямом или переносном, употреблены выделенные слова? Нужда заставила. Прочитаем текст и ответим на вопросы. Название рассказа выражает основную мысль. Что случилось? У первоклассницы Аленки оторвался крючок на юбке, а ее бабушка, которая могла бы его пришить, разбила очки и не видит. Выделенные слова: иголка и ушко. Иголка в прямом смысле, ушко в переносном смысле. Литературный диктант. В этом рассказе говорится о девочке Аленке. Основная его мысль: необходимо учиться чему-либо, даже если кажется, что это никогда не пригодится. Ключевые слова рассказа: Аленка, бабушка, крючок, юбка, очки, шить, учиться. Рассказ можно озаглавить так: как Аленка научилась шить. В этом рассказе писатель утверждает мысль о том, что нужно заранее приобретать навыки, которые могут пригодиться в будущем. Напишите текст, вставив вместо точек слова «брат» или «сестра» в нужной форме. Проверьте себя по грамматическому справочнику. Расскажите по данному вопросу о своих родных. Я хочу рассказать о брате. Его зовут Сабит, а сестра Дина. Брату уже 20 лет, и он учится в университете. Сначала брат долго не мог решить, кем стать. Наконец, отец посоветовал брату стать экономистом. В свободное время мы часто с братом ходим на футбол. Сестра старше брата на 2 года. Сестра очень красивая. Профессия сестры – фотомодель. Она работает в доме моды. Чтобы всегда быть в форме, сестре нужно соблюдать диету, заниматься гимнастикой. Мне приятно гулять с сестрой, потому что на нее все смотрят, а она моя сестра. Соберите текст, восстановите правильный порядок частей текста, начало, середину и конец. У меня большая семья. Прежде всего, позвольте мне представиться самой. Меня зовут Роза. Мне 10 лет. Я учусь в 5 классе. В моей семье 3 детей, включая меня. Моего старшего брата зовут Димаш. Мою младшую сестру зовут Дана. Димашу 25 лет. Он инженер на заводе. Он окончил университет 21 год. Дане 9 лет. Она учится в 4 классе. Дана хочет стать доктором. Моему папе 55 лет. Он шофер. Моей маме 50 лет. Она работает в библиотеке. Также у меня есть бабушка и дедушка. Они оба учителя. Сейчас они уже на пенсии. Они проводят все свое время на даче. Представьте, что вы журналист. Возьмите интервью у своего отца и запишите его. Вопросы для интервью. Как вы учились в школе? Какой предмет больше всего любили в школе? Какое самое главное событие произошло в вашей жизни? Вспомните о самом интересном событии вашего детства. Каким бы хотели видеть вашего сына или дочку? Что бы вы пожелали сегодняшним школьникам? Следующее упражнение. Составьте синквейн к слову «семья». Семья – любящая, дружная, помогает, заботится, защищает. Вместе нам очень хорошо. Счастье. На сегодня урок окончен. До свидания.